В Уфе открыли музей полярников имени Валериана Альбанова, уроженца Башкортостана, легендарного исследователя Арктики, чьими трудами пользуются специалисты во всем мире. В церемонии принял участие глава республики. Ради Хабиров поблагодарил создателей за успешную работу и отметил, что Башкортостан стал ближе к Арктике. Подробности в материале Екатерины Тимиряевой. Историю творят люди. История Арктики во многом связана с судьбой уроженца Башкортостана Валериана Альбанова, подвигом которого до сих пор восхищаются во всем мире. Его достижение состояло не только в том, что он совершил невероятный по трудности ледовый поход, но главное в том, что сумел сохранить и доставить копию судового журнала с 2-годичными наблюдениями во время рейда. Документы помогли ученым в дальнейшем освоении Северного морского пути. Дневник Альбанова на юг земле Франца Иосифа переиздавался и у нас, и за границей, а экспедиция пропала бесследно. Глава Башкортостана уверен, что музей внесет свой вклад и в науку, и в воспитание подрастающего поколения. Все понимают, что Арктика – это невозможно тяжело. Это страшная температура, это лед, это отсутствие еды и все прочее. Но Арктика всегда была овеяна романтизмом. И ничто так не привлекает молодежь, как романтизм, ощущение романтизма. И романтизм, он связан в том числе с служением нашей Родине. Это освоение Арктики. Освоение этой Арктики происходит не потому, что мне так хочется. Это большая государственная задача. Россия на 2 ближайших года получила право председательствовать в Арктическом совете, который обеспечивает содействие развитию Арктики, особенно в сфере защиты окружающей среды. Церемония прошла на минувшей неделе в Исландии. Кроме того, в прошлом году президент Владимир Путин подписал указ о стратегии развития арктической зоны России до 2035 года. И, конечно, республика здесь идет в ногу с Россией, с повесткой, с геоповесткой. И, конечно, открытие такого музея интерактивного, в какой-то мере молодежного, где совмещены традиции, история, глубина и подход к воспитанию молодежи, конечно, это событие. Я надеюсь на это, что подрастающее поколение эта тема очень сильно заинтересует, потому что это же романтика, это же приключения. Сейчас интерес к Арктике все больше и больше растет. У нас, по данным Министерства культуры, было 135 арктических музеев по всей стране, не только в арктической зоне. Вот у нас появился 136-й. Это совершенно замечательно. Тем более музей мне, честно говоря, понравился. Глава республики поблагодарил всех создателей музея за успешную работу и вручил идейному вдохновителю музея Михаилу Чванову орден Григория Аксакова за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры и высокие достижения в области литературы, плодотворную общественную деятельность. Экспозиция музея общей площадью более 300 квадратных метров. Разделы об истории освоения Арктики, роли России в жизни этого северного региона и знаковым исследователям-полярникам, в том числе уроженцам Башкортостана. Можно увидеть карты освоения Арктики и Северного морского пути, движения льдов и изменения климата. Пока около 200 экспонатов, в том числе вдова одного из полярников передала в дар камни. Музей открыт, стоимость билетов от 50 рублей. На площадке БГПУ состоялись альбановские чтения. Блогеры и лидеры общественного мнения также поделились впечатлениями. Музей прекрасный, очень удивительно, что такой, так сказать, музей появился. И очень давно он должен был появиться. В школе мы со школьных лет знаем, что 2 капитана. Все начиналось в Уфе. Музей полярников имени Валериана Альбанова станет новой достопримечательностью столицы Башкортостана и частью большого музейного микрорайона в Уфе. В шаговой доступности расположены Национальный музей Башкортостана, музей имени Нестерова, Довлатовский переулок. И здесь же далее планируют создать музей в честь русского оперного певца Федора Шаляпина, творческий путь которого, волею судеб, стартовал в Уфе. Екатерина Тимиряева, Артур Ханов, Родион Матвеев, Виктор Демидов. Новости Уфа.